Однофотонный эмиссийный компьютерный томограф у регионе шакалі давно. Абсталяванне относится до аппаратаў линейки ядерной медицины. Даследаванні на ім дапамогуць не только у диагностице онкологичных захворванняў, але и у смежных галінах – эндокринологии, гинекологии, урологии. Не всегда на КТ видно вот в ткани вот прям все. Вот здесь вот есть что такое-то образование. В данном случае радиофармпрепарат, он накапливается в определенной точке, и на экране мы уже видим все 100%. Здесь есть накопление фармпрепарата, значит там злокачественное образование, либо метастаз. Он направлен на исследование функций органов тканей, которые могут показать, как протекают нормальные физиологические или патологические физиологические процессы в той или иной ткани, в том числе в опухолевой. У нас имеется из диагностической техники это 2 компьютерных томографа, аппарат МРТ, парк ультразвуковой техники. Кроме этого, из тяжелой техники, которая проводит лечение лучевое наших пациентов, это 2 линейных ускорителя, а также гамма-аппарат. Новый томограф набылі па лінії Міністерства аховы здароўя, а вось будаўніцтва корпуса радыёнукліднай лабараторыі адбылося ў межах абласной інвестпраграмы. Агульная сума проекта каля 2 мільёнаў рублёў. Усталявалі спецыяльнае інжынернае абсталяванне, якое дазваляе з изотопаў вырабляць радыёфармпрэпараты. Аснашчэнне рэгіёна высокатэхналагічнай медыцынскай тэхнікай – адна з важных задач. Гэта дазваляе выяўляць захворванні на ранніх стадыях и папярэджваць их развіццё. На этот год еще запланирована покупка компьютерного томографа на Кобринскую центральную районную больницу, Столинская центральная районная больница, и рассматривается вопрос по закупке тоже компьютерного томографа на Березовскую центральную больницу. И вот эти программы, они позволяют сперва развивать межрайонные центры, такие как у нас Брест, Баранович и Пинск, то есть их оснастить тяжелым дорогостоящим оборудованием, а регионы поставить скрининговое оборудование, которое заподозрит там какую-то патологию, и отправить на более высокий уровень. Мы должны ставить перед собой задачу, и мы ставим ее, более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь, в том числе и в онкологии. Медицина не стоит на месте, развивается, и поэтому мы тоже должны соответствовать и привлекать какие-то новые аппараты, использовать. И мы сегодня слышали, что этот аппарат, это аппарат, скажем так, абсолютно нового уровня. И мы можем полностью сказать, что он соответствует республиканскому, наверное, уровню. Эмиссийный томограф будет працаваць у 2 смены, пропускная магчымасць 40-50 человек. География медицинской дапамоги не абмяжоўваецца толькі Брэсцкай вобласцю. Плануецца, што даследавацца на ім будуць і пациенты з Гродненшчыны. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».